Было время, когда с мигрельским национальным, этническим даже самосознанием активно боролись, запрещали издание этих книг, газет и так далее. Были такие попытки, кстати. Вот. Все они были пресечены. Были попытки реинкарнации. Да, эти попытки были пресечены, и этот процесс консолидации грузинской нации завершен. Естественно, им не удалось в этом смысле то же самое провернуть с абхазами. Вот. И вот на этой стадии, эта стадия формирования нации, она характеризуется высоким градусом национализма. Кстати, даже вот это первое независимое грузинское государство, которое образовалось после развала Российской империи, вот, все наблюдатели иностранные, они характеризовали его как шовинистическое. И это уже вот этот вот шовинизм, который тогда использовался для создания грузинской нации в пределах границ некоего грузинского царства, вот, он остался, к сожалению, паттерном, таким устойчивым в грузинском массовом сознании. Вот. Грузины, конечно, культурный, выдающийся народ, очень обаятельный, очень успешно умеют синтезировать достижения культур разных народов. Это говорит о высоком творческом потенциале. Но их коллективное самосознание отравлено ядом шовинизма. Вот. Бывали периоды, когда эта базовая идеология, она подавлялась. Вот, например, в советский период, как тогда говорили, с буржуазным национализмом боролись. Вот тогда так называют, буржуазный национализм. Преследовали, репрессировали и так далее. Загоняли это, что называется, под пол, эти настроения. И официальной идеологией была коммунизм. Как только коммунизм рухнул в руках грузинского... идеология. Да, коммунистическая идеология как рухнула, в руках грузинского общества оказалось единственное знамя – это знамя национализма.